В прошлую пятницу в частично признанной Абхазии начались протесты. Все из-за ратификации инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией, по которому на местный рынок запускается бизнес из России. Противники документа считают, что это выгодно только российским олигархам. При этом оппозиция подчеркивает, что это не антироссийские митинги, а другой судьбы, кроме как вместе с Россией, у Абхазии нет. В общем, в пятницу абхазский парламент не смог ратифицировать соглашение из-за собравшихся у его здания людей. Голосование попробовали перенести, но собравшиеся требовали, чтобы законопроект вообще убрали из повестки. Протестующие начали таранить забор, чтобы прорваться на территорию парламента. Нескольким тысячам человек удалось сломать решетки на окнах и попасть в здание, причем под российскими флагами и с криками «Россия!». Милиционеры не оказывали сопротивления, и протестующие решили добиваться отставки президента Аслана Бжани. Сначала сообщалось, что тот сбежал, но вскоре это опровергли. Начались переговоры между властью и оппозицией. Бжани объявил, что Владимир Путин пригласил его в Москву на парад Победы. То есть пустил в ход главный аргумент «Москва за меня». Вроде бы стороны договорились начать спокойное обсуждение ратификации соглашения, на котором настаивает Россия. Но после 7-часовых ночных переговоров Бжани все-таки ушел в отставку вместе с премьер-министром. Угадайте, как протестующие встретили эту новость? Конечно, танцем у здания парламента. А как еще? Но дело в том, что, по сути, у абхазцев нет никакого варианта этот договор не подписать. В сентябре, например, Россия приостановила выплату социальных надбавок для абхазских врачей и учителей. Пенсии там тоже платит Россия. И все из-за того самого договора. Министр Сергей Лавров прямо связал остановку выплат с балансом обязательств. Мы что должны? Платим, так уравняйте наш бизнес с вашим. Понятно, что Россия настаивает на подписании этого, так как его называют в Абхазии, соглашение об апартаментах. Россия сразу и единственный гарант суверенитета и спонсор, который массу всего предоставляет бесплатно, а еще, например, содержит силовиков. Только официальная безвозмездная помощь Абхазии за последние 15 лет превысила 110 миллиардов рублей. Так что какой еще вариант есть у оппозиции, кроме как разместить рядом свой и российский флаги? Получается немного как у маори. Российские выплаты нам нравятся, а российские застройщики и покупатели апартаментов нет. Во время обострения МИД посоветовал россиянам не посещать Абхазию, а туроператоры начали отменять летние бронирования. Хотя как можно рекомендовать воздержаться от посещения российскими гражданами республики, в которой почти у всех местных есть российский паспорт?